Минана Синдипторам. Армен, добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут, Армен? Ну, меня так и зовут, и что удивительно, я на самом деле наполовину татарин. Вот. А наполовину Армен. Да, очень сложно быть не армянином с именем Армен, это было бы как-то противоречиво. Как в штабе дела? Ну, достаточно увлекательно. Даже местами головокружительно. Даже так, а чего же вам головокружительно в штабе? От обилия ярких, интересных лиц, полных энергии. Это очень круто. На самом деле, обычно, когда ты представляешь встречу, ты представляешь, что соберутся в основном взрослые люди, будут вспоминать, как раньше было хорошо, как бы сдувать пыль с камзола. А я смотрю очень много молодых, активных ребят, у которых горят глаза, и мне как-то удалось с ними поговорить о том, чем они занимаются. Я могу сказать, что Приятно удивлен? весьма. Конструкторы авиадвигателей, аналитики. И не только. И не только. То есть, Сливки общества. да. Татарстан может гордиться своими детьми, вот так скажем. Армен, а какие вообще вот видите вы возможности для развития татарской культуры и продвижения татарского во всех его пониманиях среди татарской молодежи? Мне кажется, что сейчас на самом деле и благодаря технологиям, и благодаря тому контингенту, который мы видим, у нас сложилась возможность создать как минимум новые медиаструктуры, которые бы смогли помочь не только сохранить культуру татарскую такой, какая она была, но и позволить ей пройти некий процесс прогресса, видоизмениться, дополниться чем-то и найти для этого новую форму. Вот это, мне кажется, очень важная наша задача, чтобы медиа отражала и то, что есть у народа, и то, к чему народ стремится, потому что как будто мы все понимаем, что никто не находится в вакууме, никто не находится в какой-то зафиксированной точке, когда с тобой ничего не происходит. Всегда происходит процесс изменения культуры. Мы должны его зафиксировать и правильно передать. Вот. И, между прочим, это не абы кто говорит нам, а говорит профессионал своего дела, который является креативным продюсером, сценаристом, режиссером. Иногда. Чуть расскажите поподробнее. На самом деле, мой основной хлеб — это то, что я на самом деле работаю как креативный продюсер. Я придумываю для людей ответы на вопросы «зачем?». То есть, когда приходит бренд, когда приходит артист, у него всегда есть продукт, но он не всегда понимает, как его преподнести. И моя задача придумать, найти правильную форму и правильное содержание для этого, грубо говоря, сообщения. То есть я мечтаю для других людей, включая фантазию. Приходит, говорит, вот у нас есть такой продукт, не знаем, как выйти на рынок, с чем выйти, что за сообщение должно быть. Ты занимаешься тем, что ты буквально как инвитро приходишь, берешь кровь из пальчика и говоришь, вот я посмотрел на ваш продукт, в целом в его ДНК есть вот такие свойства. Я предлагаю выйти вот с таким сообщением. И люди говорят, да, круто или нет, не круто, это не про нас. Ты говоришь, хорошо, что не нравится? И они говорят, не нравится вот это. Ты корректируешь это до тех пор, пока сообщение, то, что чувствует владелец бренда или артист, с тем сообщением, которое ты знаешь, пока не найдут некую точку соприкосновения один в один. Они говорят, да, это точно про меня. Я просто не мог это сформулировать, а ты смог. Звучит суперски. На самом деле обычная работа. Обычно, интересно, не монотонная, по крайней мере. Движуха вечная. Но она не лишена и своих сложностей, как всякая работа. Как и везде. Да. Это верно. Слушайте, весна же наступила на дворе. Как думаете, куда можно сходить? Или даже не так, спрошу, как у креативного продюсера, какие активности для молодежи с наступлением весны можно устроить в рамках штаба татар? На улице даже пускай будет, где-то за пределами нашей прекрасной квартирки штаба на Таганской. Можно было бы классно сделать ситуативный театр. В таком площадном формате. Это когда просто мы собираемся в определенном месте, и театр начинается там, где никто даже не ожидал. Не знаю, вот у Андрея Могучего из БДТ была своя газелька старая, на которой он приезжал, и в неожиданном месте, ни с кем не договариваясь, начиналась театральная постановка. Это Андрей Могучий, это ведущий, великий, можно сказать, режиссер, и с очень мощными артистами. Нет. Это его бытность, когда он даже вообще не зарабатывал деньги, и это был исключительно его интерес как творца и как человека ищущего, который ставит эксперимент, не более.
На самом деле мы можем в очень разных активностях попробовать и посмотреть, как вообще наше как бы комьюнити, сообщество себя чувствует. Ну, что-нибудь такое. Хотелось бы культурного, но не закостенелого, поэтому какой-то ситуативный театр мне было интересно. Может быть, квест какой-то. Квест какой-нибудь. Татарский квест. Шурали, например, да, за ручку? Чтобы, с одной стороны... Такое, да, почему нет? У нас есть своя как бы мифология, и этой мифологии точно можно дать ход, подумать о том, как ей найти интересный современный язык, сделать из этого что угодно. Это может быть хоть квест, это хоть игра. В этом плане мы должны ориентироваться на японцев. Японцы великолепно умеют адаптировать свою исконную культуру в современный язык и превращать это и в игры, и в фильмы, и в различные медиа, которым потом весь мир как бы рукоплещет и пытается повторить. Просто потому, что уважение к корням и поиск работы с корнями – это основная часть работы культуры. Там всегда есть что-то, с чем можно поработать. Точно. Мотаем на ус. Берем на заметку. Работаем. Москва люблено. 24/7. Вы женаты, Армен? Нет, не женат. Я в отношениях, да. Вы в отношениях. Нам вот поступило откуда-то птички напели такой вопросик. Кого бы вы хотели себе в жены? Армяночку или татарочку? Я бы хотел в жены своего человека. Понятно. Ну, для меня очень важно именно, чтобы ты с человеком был в одном поле сознания и культуры, и вы как бы качествами друг к другу подходите. Потому что, как мне кажется, в 5 утра, когда болит голова и человек заболел, ты, не сильно много думаешь о том, какой ты национальность, сколько тебе лет, а как ты себя чувствуешь. Заботятся ли о тебе, или ты заботишься, готов ли ты заботиться об этом человеке. Поэтому религиозно-этнические вопросы, они, возможно, и важны для кого-то, но они со временем все равно будут отходить на задний план, на передний план будет выходить именно личность, с которой ты живешь. Вот хотелось бы, чтобы я и другие люди жили с теми личностями, с которыми у них это наиболее гармонично получается. Тут, наверное, больше, да, действительно, каждому свое. Абсолютно. И абсолютно. Гармония для каждого своя, и у каждого... Каждый по-своему распределяет вот эту вот систему, что для него важнее, что там на первом месте, что на 5-м, что на 10-м. Это очень тонкий, на самом деле, вопрос. Он хоть бы и шуточный, но такой, если для кого-то очень важно жениться именно на татарке, то потому что, наверное, у этого человека был невероятно положительный, хороший опыт. И все, что татарское, воспоминания о маме, об Абике, может, о сестре, может, вообще какие-то такие тоже воспоминания об окружении, оно создало такой теплый образ, связанный с татарской женщиной, потому что татарские женщины, правда, славятся невероятным умом, заботой, хозяйственностью, что, конечно, он хочет вернуться к этому исконному образу. Но поэтому прав ли этот человек, что он такой выбор делает в жизни? В первую очередь, так. Прав, потому что он хочет этого. Если он от этого становится как бы счастливым человеком, мы только рады за него. Но если ему это навязывается, то это не совсем правильный подход, потому что получается, что человек делает выбор, чтобы угодить нам. А лучше, чтобы он угодил себе. Да, мне кажется, тут действительно прислушиваться важно к себе, в первую очередь, и у каждого, правда, своя. А второе, мне кажется, тут даже не про образ человека, образ матери, тут про культурный код какой-то, который для кого-то более важен, для кого-то менее важен. Кому-то очень хочется там со своим человеком поговорить на одном языке, попеть песни, которые звучали с детства у них, и благодаря этому у них вот сердца еще больше начинают биться в унисон. А для кого-то это не важно. Мне кажется, нет людей, для которых это культурное свое происхождение не важно, оно просто начинает становиться важным в разные эпизоды жизни. Для кого-то прям с юности это важно, кто-то к этому приходит в более зрелом возрасте, кому-то ближе к старости. Но отменить то, что, допустим, я татарин, я в себе определенно чувствую татарское влияние. Я вырос среди татар в плане своей семьи, у меня больше там превалирующий. Я это прекрасно чувствую и ценю, и люблю это. И для меня это такая вещь, которая всегда отмечена положительным знаком в голове. И тяга к этой культуре, к пониманию, к желанию узнать эту культуру, она во мне есть. Причем она никем никогда не насаживалась, не была обязаловкой. Точно так же, как и армянская часть культуры. То есть ты просто живешь, чтобы изучать, кто ты есть, и со временем ты начинаешь в себе видеть вот эти вот особенности разных культурных кодов своих. Вот. Весеннее какое-то пожелание ребятам. Я желаю, чтобы
в нашем быстром городе у каждого была возможность остановиться и насладиться весной. Не спешить, а прям пожить. Потому что пожить – это самое главное, мне кажется, деятельность человека, которая должна быть. Успевать жить. Что бы ни было, постоять несколько минут, посмотреть на солнце, прогуляться где-то, подышать воздухом, просто провести время с близкими, любимыми людьми и не спешить. Не спешить, потому что этот город, он как бы призывает к тому, чтобы ты спешил, а ты как бы в противовес должен научиться искусству не спешить в нем, но успевать. А еще, наверное, вот остановиться, замедлиться и насладиться чпышмаком с татарским чаем. Великолепно. Да. Это как Бах, это классика. Штаб татар в этом нам поможет? Нам поможет. Все обеспечит. Амин. Шылай болсын. Ardından kullandıklarının başarıydım Gülün geçtik umutlarını bekleydim Ayınların sonunda şişmeler Çimdir akansılar Miktararlı yanılsam Ardından kullandıklarının başarıydım Gülün geçtik umutlarına Başarıydım, geçtik,